У нас не принято разделять жителей на таджиков и киргизов. Мы одна большая семья. Как конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном мешает людям жить? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие войны устраивают люди между собой. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Кыргызстане торговцы местного рынка Дордой угрожают, требуя от таджикских предпринимателей, чтобы они прекратили свою деятельность в Бишкеке или начали покупать товары через них. В поддержку таджикских бизнесменов выступили только местные производители. Таджикский предприниматель Субханидин Рахматов, который работает в Бишкеке, рассказал, что торговцы местного рынка Дордой уже 20 дней угрожают им, требуя, чтобы таджики прекратили свою деятельность на рынке. Мы, около 100 таджикских предпринимателей, работаем на рынке Мадина, города Бишкек. Занимаемся торговлей, покупкой одежды с последующей отправкой в Россию. Очень тесно и честно сотрудничаем с владельцами местных швейных цехов, которые сами это подтверждали и подтверждают, говорит предприниматель. 13 февраля торговцы рынка Дордой начали нам звонить и угрожать, чтобы мы покупали одежду у них на рынке Дордой или покинули территорию Кыргызстана. Также они избили несколько наших предпринимателей. В итоге те покинули Кыргызстан. Остальным предпринимателям они угрожают убийством. Также предприниматель в качестве доказательств отправил местным СМИ аудиозапись разговора с одним кыргызским торговцем, где он угрожает другому таджикскому предпринимателю, чтобы тот прекратил деятельность до 1 марта. Как вам такая ситуация? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По словам предпринимателя, после угрозы они в тот же день обратились в службу охраны рынка и территориальную милицию, но безрезультатно. В последующие дни угрозы поступали уже каждый день. После предприниматели обратились за помощью уже в посольство Таджикистана в Бишкеке, но прошло уже несколько дней, а посольство так и не дало ответ на обращение предпринимателей. Также некоторые бизнесмены, у кого было двойное гражданство, обратились за помощью и в посольство России в Бишкеке, но и там тоже ничего не ответили. В итоге, по словам предпринимателя, за них слово замолвили только женщины, работающие на местных швейных цехах. Женщины организовали митинг на рынке Мадина в нашу поддержку. Они потребовали, чтобы торговцы рынка Дордой прекратили преследование и изгнание таджикских предпринимателей. На митинге собрались представители более 50 швейных цехов Бишкека. Кроме них никто не поддерживает, подчеркнул предприниматель. Субханидин Рахматов говорит, что вынужден был обратиться уже в СМИ, потому что таджикским бизнесменам в Бишкеке сейчас находиться становится опасно. И если они не получат должную поддержку от посольства или правоохранительных органов, то вынуждены будут покинуть Кыргызстан. В Департаменте информации и печати МИД Таджикистана сообщили, что посольство Таджикистана в Бишкеке находится в постоянном контакте с таджикскими предпринимателями. На основании заявления таджикских граждан посольство Таджикистана в Бишкеке направило ноту МИД Кыргызстана, поскольку также направило письмо в ГУВД Бишкека и находится в постоянном контакте с нашими соотечественниками, сказали в МИД Таджикистана. Как вы считаете, как нужно решить эту проблему? Ведь мы не враги друг другу, и очень не хочется, чтобы это все переросло в ненависть двух народов. А вы как считаете? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.